Kutu kuyunen, kunde ağaçlar bır. Şuydik ihiller de. Начнем, наверное. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами обсудим волнующий всех вопрос, который затрагивает всю экологию нашей планеты. Тема таяния вечной мерзлоты поднимается все чаще, и поэтому мы решили разобраться, что происходит и насколько это опасно для нас. Сегодня мы с научным руководителем, с научным сотрудником лаборатории криогенных ландшафтов Института мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова, Розалией Никифоровной Ивановой обсудим деградацию и подтаивание вечной мерзлоты. Поговорим об изменениях климата, о пожарах и наводнениях, как следствие глобального потепления, коснемся вопросов строительства домов, дорог, затронем вопросы сельского хозяйства и промышленности. Вечная мерзлота занимает более 60% территории России, но так ли она вечна? Глобальные изменения климата активизируют процессы таяния льдов, на поверхности развиваются опасные геологические процессы, из толщи грунтов высвобождается метан, и все это создает парниковый эффект, который ведет к изменению нашего климата. Многие скептически относятся и считают, что причина потепления климата не в деятельности человека, а в природных факторах. Однако, по данным Института космических исследований НАСА, за последние 125 лет изменение орбиты Земли и активность Солнца не оказали существенного влияния на температуру нашей планеты, а извержения вулканов даже несколько охлаждают ее. Земля начала нагреваться из-за масштабных выбросов в атмосферу парниковых газов, в первую очередь углекислого газа и метана. Причем наибольший вклад в наблюдаемое потепление внес именно углекислый газ СО2, который выбрасывается в первую очередь из-за сжигания ископаемого топлива. С начала индустриальной революции человечество произвело так много углекислого газа, что в 2019 году его содержание в атмосфере было выше, чем за последние 23 миллиона лет. Добрый день, Розалия Никифоровна. Расскажите, пожалуйста, о себе, о специальности, об Институте мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы с вами будем вести беседу на русском, да? Ну, можно на якутском, наверное, рассказать. Нет, но раз мы уж начали на русском, давайте на русском, надеюсь, все понимают. А все понимают, ага. Да, я работаю в Институте мерзлотоведения с 1988 года после окончания Якутского государственного университета. Специальность моя география. Вот. Но в Институте мерзлотоведения работают не только географы и геологи, еще работают физики, химики, строители, дорожники, гидрологи. В общем, очень много разных специальностей, потому что наука наша находится на стыке многих наук. Она молодая. Мы считаем, что наша наука начала развиваться только с 1927 года, когда впервые вышла монография, которая называлась «Вечная мерзлота в пределах СССР». Это автор Михаил Иванович Сунгин, профессор, которого мы считаем основоположником нашей науки. Но, конечно же, и до этой книги были исследования вечной мерзлоты, были отдельные статьи, очень было много
разных исследователей, которые исследовали вечную мерзлоту не только в Якутии, России, но и, конечно, в других странах земного шара. Потому что вечная мерзлота, она обусловлена холодным климатом. А холодный климат, как известно, имеется не только в России, но и по всему северному полушарию и в южном полушарии тоже, да, то есть это обусловлено географическими закономерностями. Это не только Арктика, это еще и Антарктида, это не только равнинные территории севера Евразии и Северной Америки, это еще и высокогорья, потому что, как известно, высокогорья имеют очень холодный климат, и там мерзлота, она исследована далеко не полностью. Вот. И очень трудно ее исследовать в высокогорьях. Мерзлота вечная имеется в Африке, в Южной Америке, на островах Океании, в Европе, значит, там, где есть отрицательная средняя годовая температура воздуха ниже минус 2 градусов, как правило, образуется вечная мерзлота. Вот. Розалия Никифоровна, начнем разговор с уточнения я понятия. еще не закончила, извините. Значит, другой вопрос о том, когда появилась вечная мерзлота. Угу. Вот, вы сказали, что люди там начали, и мы вообще, короче, живем в эпоху очень сильного таяния вечной мерзлоты, но, понимаете, земной шар имеет общую историю развития более 4,5 миллиардов лет. И как только появилась суша, это более 3 миллиардов лет тому назад, то земной шар, вот эта суша, она начала испытывать периоды как охлаждения, так и потепления. Это все связано с космическими значит, силами, да, факторами. Вот. И вот то, что мы сейчас наблюдаем у нас в Якутии, в России, в Евразии, вот эта мерзлота, она насчитывает около 2,5 миллионов лет. Вот. А в Антарктиде она, мерзлота полностью не расшифрована, то есть не исследована. Так. Очень плохо слышно. Евдокия Герасимова. Чуть поближе. Можете сесть. Так. У меня же микрофон. Вот он как бы вот находится. Ну, я вот так вот буду держать. Пожалуйста, напишите, Галина Кычкина и Евдокия Герасимова, вам как сейчас? Слышно или нет? В Антарктиде, по некоторым оценкам, мерзлота появилась более 30 миллионов лет тому назад. И до конца мерзлота Антарктиды не исследована. Поэтому, значит, мы не можем сказать, насколько глубоко, спасибо, хорошо слышно, насколько глубоко имеется вот предел мерзлоты в Антарктиде. Вообще мерзлота – это очень такой явление общепланетарное, и поэтому только усилий нескольких там сотен исследователей, которые имеются по всему миру, недостаточно для того, чтобы исследовать всю эту криолитозону. Вот. Я хочу остановиться на том, что вот вы сказали, что углерода там очень много, да, произвело. Так пишут, да. Но немножко неправильно, потому что углерод, он разный. Бывает органический углерод, неорганический углерод, да. И, конечно, значит, 2/3 всего запаса на земном шаре, который имеется, вот этого запаса углерода, да,
оно имеется в толще вечной мерзлоты, в криолитозоне. Почему? Потому что вот в течение многих-многих тысяч лет, да, миллионов лет, вот эта органика, она накапливалась, замерзала в толще вечной мерзлоты, и она так и осталась там в таком непереработанном виде. Ведь мы же знаем, что, значит, углерод, он как бы такой, если соединяется с, ну, идет окисление, то оно улетучивается в атмосферу. Это атмосферный парниковый газ, как вы правильно сказали. Вот. Поэтому весь мир опасается, значит, что когда вечная мерзлота растает, весь этот запас углерода и другие парниковые газы, они вырвутся из недр вечной мерзлоты, и будет глобальное потепление климата. Вот. Но это, конечно, спорный вопрос о том, что человечество виновато в потеплении климата, потому что, как я уже говорила, в другие геологические эпохи, предыдущие, да, это мезозой, это палеозой, было очень много периодов ледниковых покровов, покрытие ледниками очень многих площадей суши, больших площадей. Вот. И поэтому говорить о том, что вот, ну, она потом растаивала, да, появлялись динозавры, которые могли жить только в теплом климате. Вы знаете, что и на территории Якутии есть кладбище динозавров. Вот. И поэтому нельзя сказать, что человечество виновато. Человечество начало производить вот эти вот парниковые газы только в XVIII веке, можно сказать, в больших количествах. А глобальное потепление климата, которое сейчас мы наблюдаем, оно началось 12,5 тысяч лет тому назад. Оно продолжается. И оно еще не достигло того уровня, которое было 6-7 тысяч лет тому назад, когда у нас в Якутии появились очень большие аласы. Вот эти аласы мюрю, алас тюнгюлю – это продукты потепления климата давних эпох, давних тысячелетий. И, ну что сказать, мы сейчас вот, особенно в 20-21 веке, наблюдаем потепление климата, да, которое не имеет прецедента в течение 20-21 века, 19 века. Вот. Почему? Потому что в 30-е и 40-е годы было потепление климата Арктики, когда появился Северный морской путь, льды оттаяли, и стало быстрее, ну как бы легче пробить эти льды, вечные паковые льды. И сейчас вот мы по нашим наблюдениям, по нашим расчетам, потепление, которое началось в 80-е годы 20 века, оно намного превосходит вот это потепление 30-х, 40-х, которые назвали потеплением Арктики. Ага, спасибо. Ваш вопрос? Ага. А вот еще вопрос, Розалия Никифоровна. Лесные пожары, которые произошли летом, могут грозить ускорением глобального потепления. Данное явление объясняется выбросом большого количества углекислого газа, вызывающих парниковый эффект, пишут ученые. Чем это для нас может грозить? Значит, были беспрецедентные пожары в прошлом году, потому что климатические условия возникновения этих пожаров, это июнь, июль, да, были, ну, во-первых, было очень жарко, высокие температуры, и было очень мало влаги. Дождей не было. Да, поэтому было очень много пожаров, которые мы все прекрасно знаем.
И пожары случаются не только в Якутии, да, но и по Мгм. всему миру. Если вы откроете, зайдете на сайт специальные, да, вот есть сайты, которые в реальном времени показывают, где происходят пожары. И вы увидите, что красными горячими точками усеян весь земной шар. Пожары, да, они большие катализаторы. Почему? Потому что тот растительный покров, Мгм. лес, да, напочвенный Мгм. покров, Мгм. который защищает вечную мерзлоту от таяния, оно исчезает. И вот эти летние температуры высокие, они напрямую попадают уже, да, вглубь. Мгм. И то, что содержится в вечной мерзлоте лед, это влага, она Мгм. начинает таять. Глубина протаивания увеличивается, влага выделяется на поверхность, и обводненная поверхность служит как линза, как стекло, которое Мгм. увеличивает значит, попадание солнечных лучей, тепла вглубь и еще больше усиливает эффект. Мгм. Смотрите, значит, наши сотрудники проводят исследования за горелыми ландшафтами, загарями, Мгм. имеющие разный возраст, в том числе и в тундре. В Мгм. тундре тоже происходят пожары. Вы прекрасно знаете. Вот. И в течение 20 лет в среднем, да, в Мгм. тундре термический режим восстанавливается. Вот, допустим, температура грунтов пожаров, которые, ну, после пожаров, которые были 2 года тому назад, Мгм. составляет минус 2 градуса. Да? Вот. Через 20 лет там Мгм. температура становится минус 6. Вот как было до пожара. Вот. Почему? Потому что вот есть у нас один прекрасный механизм для сохранения нашей вечной мерзлоты. Это наша длинная и холодная зима. Зима. Мгм. Да, пока есть отрицательный тепловой баланс, то есть пока зимы длинные, пока они холодные, есть шанс восстановления вот этих нарушенных ландшафтов, Мгм. нарушенного термического режима. И вот о тундре, да? Мгм. Исходя из тундры, например, вот о создателе плейстоценового парка, например, Сергея Зимова, об его теории сохранения вечной мерзлоты, что можете прокомментировать? Это, Правильно ли он поступает? это прекрасный, Да. прекрасный проект. Мгм. Он имеет право на жизнь, потому что право на жизнь имеют все проекты, которые направлены на исследование. Почему бы нет? Почему бы Мгм. нет? Потому что вот взять небольшой участок, Мгм. ну, несколько сотен га, да, Мгм. пустить туда очень много жвачных Мгм. животных, которые он собрал, в том числе даже верблюда, да, в этом году. Ага, Слава богу, в этом году зима теплее намного, чем в предыдущей зимой. Поэтому дай бог, чтобы они перезимовали нормально. Ну, Мгм. надеюсь, они там следят за состоянием и подкармливают, ну, обогревают, да. Даже вот у Мгм. нас хылгылары, ылан кордокка кыгын сылгыттар уланнар хаталлар көрөллөр караяллар батта. А Вот. ну-ка, ага. А тем более теплолюбивые животные, как верблюд. Вот. И, конечно, там вот эти бизоны, яки, которые там собраны, это тоже очень хорошо. Вот. Взять Мгм. мамонтов, да? А мамонты были очень большими животными, у них был колоссальный метаболизм, да, что они должны были каждый день съедать
по 50, по 40 килограмм корма, да? Вот, это было необходимо. И возьмите те криоаридные тундры, ну, то есть холодные тундростепи, да, которые в то время были, очень низкие температуры. И они должны были питаться злаками и кустарниками. Вот. И, конечно, вот это то, что Зимов говорит, что животные должны унаваживать, то есть создавать такой слой плодородный, чтобы там росли хорошо росла растительность. А растительность для чего нужна? Для того, чтобы был защитный слой. Этот слой травяно-маховой, он не пропускает высокие температуры вглубь. Вот. Защищает. Защищает. И там остается, вот в тундре, например, да, ну, даже, ну, не только тундра, но вообще вот взять мшистые ландшафты, даже вот в Южной Якутии мы находили мерзлоту на глубине 30-40 сантиметров. Что говорить о тундре? Там на глубине 20 сантиметров уже начинается мерзлота летом. Зимой, конечно, все это смыкается сверху. Вот. Поэтому очень важно создавать защитный слой, тот, который будет защищать мерзлоту от таяния. Все понятно, спасибо. Розалия Никифоровна, еще у нас очень животрепещущий вопрос. У нас, в частности в Якутске, все дома стоят на глубоко вбитых сваях. Да. Чтобы тепло от построек не подтапливало вечную мерзлоту, считается. 202 и 203 микрорайоны города Якутска построены на наносных песках. Обрушение многоэтажных домов не произойдет? Это очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. И в связи с потеплением климата это такой, ну, довольно тревожный вопрос, да? Почему? Потому что наши дома по СНИПам, они рассчитаны на 50 лет. Но как мы знаем, минимум 50, как мы знаем, наши КПДшки, наши хрущевки, они уже давно как бы приблизились к этому рубежу. И некоторые дома, да, начинают шататься. Вот даже взять здание Якутского научного центра, вот красивый дом около театра оперы и балета с узорами национальными. Там вот около 10 лет, более 10 лет тому назад температуры по скважинам, фундаменты были растеплены. Там нулевые были градусы. И даже были плюсовые, да, фундаменты. Это зимой? Это мерзлота. Мерзлота, она должна быть, иметь отрицательную температуру круглый год. То есть некоторая, температура на некоторой глубине остается постоянной весь год. Это мы считаем температурой вечной мерзлоты. А обычно это в Якутске где-то на, ниже 10 метров, на глубине 10 метров. Вот. А между тем, по расчетам наших ветеранов, корифеев, когда застройка сплошная пошла города Якутска, температуры горных пород должны были быть не 4 градуса, как сейчас, естественные в то время, а минус 7, минус 8 градусов. Из-за затененности, что не будет попадать солнечный свет. Вот. А дело в том, что мы топим наши дома очень хорошо, слава богу. Да, зимой. Это, конечно, с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень хорошо влияет на фундамент. Для этого, нашим институтом было разработано 2 принципа строительства. Первый принцип – это строительство на сваях, когда между
домом, ну, нижним этажом дома Мгм. и фундаментом, мерзлыми грунтами, остается проветриваемое подполье. Оно называется проветриваемое. Почему? Потому что там постоянно должен быть прослой холодного воздуха и Мгм. зимой, и летом. А мы что делаем? Особенно вот эти новостройки. Мгм. Очень Закрывают. красиво обшиваем, и внизу вот эти сваи, они Мгм. тоже обшиваются вот этими металлическими такими, ну, щитами, да, скажем так, Мгм. покрытием. Мгм. Вот. В деревнях что делают? Там делают тоже проветриваемый. Трубы, да, укладывают. Мгм. Обычно зимой эти трубы закрывают, нет, простите, открывают, а Открывают. летом закрывают, чтобы теплый воздух туда не попадал. То есть вот это проветриваемое подполье, оно опять-таки взято, ну, из народной инженерии, да, вот. И мы должны не только смотреть за трубами, чтобы они не протекали, чтобы под дом на сваи не попадала вода, чтобы не растепляла фундамент, Мгм. но и летом закрывать проветриваемое подполье, а зимой открывать. Вот так. Мгм. Вторая часть вашего вопроса – это Мгм. 202-203 микрорайоны. Мгм. Мгм. Они построены на намывных грунтах. Причем Мгм. 202 микрорайон, он построен на небольших сваях, которые стоят на бетонной подушке. М. Они заложены неглубоко. Вот. 202 микрорайон стоит прекрасно, за исключением корпуса номер 19. Мгм. Знаете, да? Ага, А, слышали. Да, там почему, значит, Трещина этот дом пошла, стал, говорили. Ага. да, он стал крениться аж на полметра, и пошел крен, естественно, там такие связывающие троса металлические, они даже полопались в некоторых местах. Вот. Потому что при проектировке была допущена ошибка, потому что там была старица, да, Мгм. старица, то есть изначально там были подземные воды, Мгм. большое содержание подземных вод, которые насыпали слоем песка 10 метров, да, вот, и там, значит, термический и водный режим не пришли в проектируемые характеристики, значения. Мгм. Там грунты остались талыми, да, вот, и вот эти воды, они плохо действуют. Когда начинает промерзать, а промерзание у нас обязательно идет со временем, да, Мгм. вот эти воды, которые там имеются, они замерзают Расширяется. и расширяются в своем Мгм. объеме. И, Мгм. соответственно, фундамент пучится, увеличивается, выдавливая сваи наверх, фундамент наверх. Мгм. Вот М. почему так произошло. 203 микрорайон, он построен по второму принципу. Второй принцип – это без сохранения мерзлого состояния грунтов. То есть изначально или с допущением оттаивания. Изначально эти грунты, их никто не замораживал. Да? Мгм. Мгм. И так и построили, значит, с подземными этажами на бетонной подушке. Причем подземный этаж снаружи и снутри, может быть, да, был обшит теплоизолирующим материалом. Мгм. То есть вот эти гаражи,
или что там, да, склады, Мгм, их мгм, нельзя обогревать. Их нельзя обогревать. Был случай, мгм, когда сделали парикмахерскую, стали топить, и, естественно, вот этот подземный этаж растеплял фундамент, и поэтому там были небольшие проблемы, но это в другом месте. Вот. мгм, А, пока же, значит, 203 микрорайон пока стоит. Говорить о том, что, о, да, это, значит, очень хорошо, ничего не будет, или, о, это очень плохо, я не имею права. Почему? конечно. Мгм, Потому что, во-первых, когда планировали 202, 3, 4, 5, 6, 7 микрорайоны, которые до сих пор имеются в плане города мгм, Якутска и мгм, занимают весь зеленый луг, коллектив Института мерзлотоведения Сибирского отделения Академии наук СССР был против этого проекта. мгм, Вот. И, значит, э, другие проектанты, это московские, да, это Якутский институт, значит, проектный институт инженерных сооружений, они дали добро, и, значит, до сих пор идет этот эксперимент. Это эксперимент. Пока А что вот, так. ага. А вот еще говорят, что песок очень гигроскопичный. Нет. Нет? Песок на самом деле Мгм, это благоприятный строительный фундамент, ну, материал для фундамента, да? мгм, Почему? Потому что он не сжимаем, то есть в мгм, нем мало содержится влаги, наоборот, да? мгм, мгм, И, значит, когда идет промерзание, то вот идет же охлаждение, да, и вот эта влага, она превращается в лед. Соответственно, он сжимается в объеме мгм, чуть-чуть. Он мгм. гораздо лучше, Лучше. Ага. чем другие грунты. Мгм. Гораздо лучше. Спасибо. И еще такой вопрос. Все коммуникации города Якутска проходят над землей. Ага. Да, Трубы обшиты и обмотаны защитным материалом. Могут да. ли создать такой материал, теплоизоляционный материал, да, который по своим свойствам блокировал бы передачу тепла от зданий и коммуникаций? Вид нашего города тогда бы совсем изменился бы в лучшую сторону, я считаю. Но немножко не поняла вопрос. Вы Ну, считаете, такой что их надо другим материалом обшить? и пустить под землей. Вот. Вот Ага. это для Можно чего так сделать? делается, да? У нас приезжие наш город называют город на курьих ножках с кишками наружу. Вот. Да. А, на самом деле это все делается для удешевления. М, Почему? Потому что коммуникации пролаживать под землей мгм. это очень дорогостояще. Конечно. И гораздо Дорогие. быстрее, конечно, протянуть, значит, вот эти сети на опорах М. и обмотать там, не знаю, чем придется, да. Но сейчас, по-моему, ТП. более-менее уже материалы появились. Но это вопрос не ко мне абсолютно. Это хорошо. Ага. И еще идем дальше. Розалия Никифоровна, а теперь вопрос о возвращении мамонта. Международная палеонтологическая экспедиция обнаружила останки шерстистого мамонта, да, которые содержат живые клетки древнего гиганта. Означает ли это, что путь к началу клонирования мамонта открыт? Что вы думаете, возможно ли это? А где вы прочитали, что обнаружена живая клетка? Ага. Ну, Нет, нет, клонирование мамонта нет, возможно нет. ли? Где вы прочитали это? Что Ну, обнаружено? везде же так пишут. Нет. Дело в том, что геном мамонта расшифрован.
геном. Просто. Да, он расшифрован американским ученым Чорчем. Есть такой доктор, Ага. очень важный господин. Вот, не раз он приезжал сюда. Вот, а также очень хорошо работают наши ребята якутские, да, и в сотрудничестве с южнокорейскими учеными и с китайскими учеными. Они впереди планеты всей в этом вопросе. Вот, ну, опять-таки, дай бог, да, чтобы мы в скором времени получили гибрид мамонта с индийской слонихой, потому что оказалось, что индийский слон, он наиболее близкий вид к мамонту. Вот. Мамонты, они отделились от общего прародителя очень давно. И, естественно, их не только внешний вид и характеристики изменились, но и вот генные такие клеточные особенности организма этих животных. Тогда Поэтому дай получится у бог. нас шерстистый слон. Вполне возможно. Ну, вполне возможно. Вообще наука двигается очень быстро, технологии очень быстро продвигаются, поэтому все может быть. И, например, и об Атагайке, да, поговорим. Земля разошлась там в конце 80-х годов, пишут. И с тех пор каждое лето разрастается. Это происходит из-за таяния льда, некоторые говорят, в результате потепления, или это просто эрозия почвы. Розалия Никифоровна, расскажите, пожалуйста, об этом. Многие, наверное, слышали об этом природном явлении. Вот вы когда говорили, что человечество виновато в потеплении климата, оно виновато тем, что преобразует природу. Вот себе. Человек – это самый страшный хищник. Он не только животных перебивает, но и вредит своему собственному миру, да? В том плане, что, значит, исчезают целые ландшафты. Не только животные и растения, но и виды ландшафтов, типы ландшафтов. Вот. Вот эта батагайка, это произошло по вине человека. Это целиком и полностью мерзлотный процесс. Что произошло? Значит, там, значит, добывалось олово, да, там оловорудный комбинат был, вот, и были много хвостохранилищ, и есть они, остаются. Не знаю, насколько они рекультивированы сейчас, вряд ли, потому что тех разработчиков уже нет, да, они перестали существовать, соответственно, никто не может переработать, рекультивировать эти ландшафты. Вот. Далее, значит, там, склон горы, там же верхояние такое плоскогорье, да, Янское плоскогорье, и очень много гор. Поэтому рельеф очень такой сложный, и растет такой редкий северный лес, да, тайга. Там произошла вырубка, да, вот там происходят постоянные пожары. Вот в 2018 году там был, в 2019 году, вернее, там был вообще страшные пожары были, которые дошли до Арктики, которые дошли до Канады. Вот. И есть угроза появления многих-многих батагаек. Вот. В 80-е годы там по склону вот эти воды, они, снеговые воды, да, таяние снегов, дождевые воды, их уже ничего не удерживает, поэтому там произошла эрозия, появилась небольшая котловинка, овраг, вот, и вот эти воды, они стали каждый год смывать по этой ложбине
очень большой объем грунта. Мгм. Вот. За 40 лет Мгм. там появилась котловина, термоцирк, как мы говорим, да? А, В интернете говорят, что это кратер, там, я не знаю Так еще пишут, какой. ага. Ага. Каньон, да? Ну, кратер, он как бы применительно к метеоритам, применительно к там, вулканам, да, на самом деле это поверхностный, экзогенный процесс, как мы говорим. Вот. И, значит, сейчас увеличивается, да, увеличивается. Сейчас его размеры таковы. По длине 1,5 километра, по ширине около 1 километра М. и, значит, по глубине 100 метров. И некоторые стенки, они отвесные. Вот. Как вот прямо срезанные. М. Вот. И там очень много материала хорошего, да, для Мгм. изучения земных слоев. Вот эти 100 метров, они охватывают, ведь, ну как сказать, наслоение земных слоев идет каждый год, да, Мгм. геологическими процессами. И, значит, вот эта стена, она показывает историю Земли за последние 200 тысяч лет. Там и находят разные а, останки мамонтовой фауны, да, Мгм. а, и не только. Очень много растительного материала, которые жили в это время, и очень-очень много микроорганизмов. Вот это вирусы, бактерии и другие микроорганизмы. Вот. А теперь вот о тукуланах немножко. Откуда эти пески появляются? Тукуланы – это Мгм. эм, тоже отголосок древних геологических эпох. Да? М. Значит, это пески, в основном они в приустьевых частях Мгм. рек, да, Мгм. это, значит, река Вилюй, Линде, это по средней Лене, значит, по реке Ботама, значит, самый большой тукулан это Кыгыл-Элегин, да, в Мгм. Хангаласском районе, вот, и это э, дюны, то есть Мгм. это то, что принесло ветром, да, М. М. значит, очень много а, этих дюн, значит, эти пески были образованы много-много тысяч лет тому назад, и их приносил ветер и М. откладывал. И они под воздействием ветра меняются до сих пор. Они движутся. Вот барханы двигаются, также Мгм. наши тукуланы тоже двигаются. М. Они съедают тайгу, да? В Мгм. них очень много появляется таликов, то есть это воды, которые, значит, имеются на определенных глубинах, да, пронизывают эти пески, и они Мгм. двигаются. Это подземные реки. М. Вот. Ну вот, допустим, вода Булус, да, Мгм. Мгм. это вот межмерзлотные воды, которые двигаются по таким пескам. М. И они выливаются, вот капля дождя там или снега, она пронизывает землю, да, то есть вот это вот то, что мы пьем, подземные воды, Мгм. они выпали давным-давно, много тысяч лет тому назад, они Мгм. прошли всю очистку, обогатились всеми этими микроэлементами, которые имеются, поэтому минеральные воды, подземные воды в основном минеральные,
мы пьем очень древние воды, если мы пьем подземные воды. Артезианские колодцы. Типа. Артезианскими называются подземные воды, которые находятся под мерзлотой, глубоко. Вот. И вообще вот у нас на территории Якутии имеется Якутский артезианский бассейн, который имеется под толщей вечной мерзлоты, да, и охватывает, ну, условно говоря, у нас есть подземный океан, охватывает большую часть территории Якутии. В разных местах этот бассейн прорывается на поверхность, да, в виде источников, родников и имеет разный состав. А в Южной Якутии, допустим, это Наход, да, в Мирнинском районе, вот в Нюрнбинском районе вот эти минеральные воды мы пьем, вода Булус, да. В Южной Якутии очень много радоновых источников, то есть радиоактивные элементы. А в Восточной Якутии очень-очень много. Они выливаются и застывают как наледи. То есть это вот Булус, это вот то, что подземные воды, да, и Большая Мопская наледь, Улахан-Тарын и многие-многие другие тарыны. И Сатыган-Сылба, это вот в Аймеконском районе есть сероводородный источник. Вот так. И последний вопрос Розалии Никифоровне. Как помочь нашей планете? Что нужно сделать для этого каждому из нас? Это очень хороший вопрос. Ну, не зря же говорят, экология начинается со своего двора, да? Вот. И поэтому каждый из нас должен быть культурным человеком. Это тот человек, который не выбросит окурок, когда его никто не видит. Это тот человек, который дома будет сортировать свой мусор. Это тот человек, который муху не прихлопнет. Вот. На улице, дома может быть, потому что неприятно. То есть мы должны просто бережно относиться к своей природе, к тому миру, в котором мы живем. Вот. И хорошо бы, конечно, этого придерживался весь мир, потому что вы знаете, что в Мировом океане есть целый остров, превышающий размером какую-то там страну, да, какой-то очень большой остров, потому что вот этот остров, ну, течения океанические, принесли вот в одно место образовался мусорный остров. Мой любимый блогер Илья Варламов, он был в Африке недавно и в своем блоге показал, как страшно живут эти африканские страны. У них столько мусора, они спокойно выбрасывают весь свой мусор не только в мировой океан, да, вот рядом, но и вокруг своих домов. Вот. А я говорю, что, Господи, у нас тут 3 миллиона квадратных километров, каждому по 3 квадратных километра, а мы тут у себя дома пытаемся сортировать мусор, да, который, кстати, в Финляндии, вот кто-то сказал, оказывается, вот очень развита сортировка мусора, а потом их, ну, условно говоря, весь этот отсортированный мусор в одну топку складывают. Поэтому это политика. Это очень связано с политикой. Вот. Но мы живем, конечно, сейчас в очень таком страшном мире. Тогда экология начинается с каждого из нас, со двора. Об изменении климата и о таянии вечной мерзлоты мы поговорили с научным сотрудником Института мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова Розалией Никифоровной Ивановой. Поблагодарим Розалию Никифоровну. А можно спросить у слушателей, может, у них есть вопросы?
если они не устали, конечно. Тогда включай, кто хочет задать вопрос. Егор. Егор, мы вас слушаем. Валера. Можно в чате. А наши слушатели с проблемами зрения, так что вряд ли Я напишут. знаю, но Ага. можно как бы набирать голосовое сообщение вот, Ага. в чате или просто можно включить мне спросить? микрофон. Да, слушаю. Августа Петровна, ага. Мы Ну, вас я слушаем. недавно слышала, что в Челябинском Лусево уже под домами начинает таяние. Это что у них там происходит? Вообще-то поселок Чурапча стоит на голой, ну, как бы территории, там лесов нету, да? Да, Но там дом построили, и у них там под домами начинает оттайка идти. да. Спасибо за вопрос. Знаете, в Чурапче очень сложная ситуация. Почему? Потому что у нас вот 33, ну, Мгм. 1/3 территории Мгм. Якутии стоит на ледовом комплексе, так называемом. Что такое ледовый комплекс? Ледовый комплекс – это подземные льды, это чистые льды, которые начали образовываться около миллиона лет тому назад. Они достигают в глубину в Арктике до 70 метров по мощности, по ширине около 100 метров. Это чистый лед, и он накапливался каждый год. В Чурапче такие льды достигают глубины не менее 20 метров, 30 метров, 40 метров. Понимаете? И они расположены на глубине, но от дневной поверхности на глубине 10-15 метров, да? Некоторые очень близко, 6 метров. Вот. О. И когда вот пошла политика, это опять-таки политика, о том, что молодежи надо давать участки для застройки. Это очень хорошо, очень хорошо. Но из-за того, что с коммуникациями очень плохо у нас, да? Вот у Мгм. нас вот возле Хатасов же дали, возле Хатаса дали же Мгм. участки, Мгм. а до сих пор не строится, потому что нет коммуникаций, нет газа, нет электричества. На голой земле ничего не построишь. И администрация Чурапчи, недолго думая, выделила под молодежный город территорию аэропорта. Мгм. Вот. И там радостные молодожены, молодые люди стали строиться. Вот. И, значит, получилось так, что когда стали, значит, строить, обживать, пошла оттайка вот этих самых льдов, ледового комплекса. И, как говорится, коту под хвост вот эти дома. Так жалко, так много домов и стоят вот на такой территории. Да. Что нужно делать для того, чтобы не было оттайки? Мгм. Всем, которые начинают строить дома. Значит, Мгм. во-первых, конечно, убедиться, что нет льда Мгм. подземного. Мгм. Для этого обратиться, ну, к геологам. Если нет, то к администрации поселка. Все равно когда-то были изыскания. Вот. Геологические. Во-вторых, Ага. если у вас много на участке много льда, Мгм. не только у себя во дворе, но и около своего двора, прилегающую территорию, надо зимой освобождать от снега. Для чего? Мгм. Для того, что снег – это теплоизолирующий материал. Мгм. Мгм. Вот. Карнанан көрдүгеннихи батта. Мгм. Вот. Мгм. И, значит, вот этот снег весь убираем, да, Мгм. делаем планировку. Если есть, значит, какие-то ямки, там засыпаем, да, Мгм. балбахта болу, напилка да болу, всем, чем есть, таким капсеркой материалами. Вот. Все это разравниваем, потом высаживаем растения обязательно. Это газоны, искусственные травы, это кустарники, это деревья любые, это цветы, ну что, все что угодно.
Вот, чтобы была растительность. Вот, Температура тут аргана. да. Мгм. Ага. Так. Он на всем, она вид вопрос бит? А вот в чате, да, я сейчас Ага. посмотрю. Ага. Почему раньше дома строили на сваях, сейчас по-другому? Мгм. Вот Евдокия Герасимова спрашивает, спасибо за вопрос. Сейчас нам надо менять СНИПы, то есть строительные нормы и правила. Почему? Потому что у нас изменились климатические параметры. Те, которые были в 70-е годы, вот эти все СНИПы, они взяты, значит, в 70-е, 80-е, ну, может быть, последние в 90-е годы. Их надо обновлять в нынешних реалиях. Вот. И вот второй вопрос, почему сейчас не на сваях строят. Лучше, конечно, на сваях. Но из-за того, что 203-й микрорайон, он на намывных грунтах, которые плохо сжимаемы, решили сделать вот так вот. Это, еще раз повторяю, эксперимент. Вот. И вот, станет ли когда-нибудь Якутия Африкой? Значит, мы все, значит, когда говорим, что зимы меняются, человек виноват, мы все думаем, что вот, не дай бог, будет наводнение. Ученые считают, что в течение 100 лет уровень Мирового океана из-за таяния ледников, не только вечной мерзлоты, но и ледников. Это Гренландия, это Антарктида, это горные ледники. Уровень океана мирового поднимется на 100 метров. Вот теперь это абсолютный уровень, да? Теперь возьмем, значит, смотрим карту, видим, что город Якутск, отметка абсолютная города Якутска 200 метров. То есть если уровень Мирового океана, грубо говоря, повысится на 100 метров, то мы останемся. еще есть 100 метров в запасе, да? Вот. Конечно, острова и прибрежные территории уйдут под Мировой океан, но у нас, значит, у нас арктические острова и сейчас уходят под океан, но не из-за того, что повышается уровень, а из-за таяния мерзлоты, потому что они все сложены вот таким очень массивным ледовым комплексом. И в течение 20 века с карт географических исчезли 3 острова. Остров Васильевский, Семеновский, остров Фигурина. Вот они в 40-е, 50-е годы еще наносились, а сейчас их уже нет, потому что они растаяли. Также тает Быковский полуостров. Скоро он станет островом, а не полуостровом. Также отступает Арктический берег со скоростью 15-20 метров в год. Вот так. Местами. Напугала я вас, да? Но и тогда про Африку, да? Мы вот судим, что климат меняется, ой-ой-ой, потепление климата. Мы смотрим продолжительность человеческой жизни. Человек живет от силы 100 лет. В геологических масштабах это, ну, если взять всю историю Земли, то это будет 1/1000 часть доли секунды во временном масштабе. Так что мы не увидим, короче. Нет, на наш век мерзлоты хватит, и зимы Наш хватит. век. Да, на наш век, да. Хорошо. И на этой оптимистичной ноте скажу, что климат, он как маятник. Идет, значит, потепление, потом похолодание, потом потепление. И мы все еще живем
в плейстоценовую эпоху, то есть в ледниковую эпоху. Почему? Потому что на нашей Земле есть очень много льда. Очень много льда. А вот льда не было, когда жили динозавры. Не знаю, в то время были люди или нет. Ну, Мгм. не люди, а какая-нибудь там разумная жизнь. Никто не знает. Вот. А И вот еще вопрос когда, поступил. сейчас, когда Ага. будет Африка, еще Мгм. неизвестно, будет ли человечество или нет. О, Но Африка все равно будет, потому что не только климат меняется, но мгм. еще и существует дрейф континентов. М. Ведь когда Антарктида некогда была в экваториальной зоне, там Мгм. росли тропические леса, вот, в зоне тропиков было, вот. А потом из-за дрейфа континентов Антарктида оказалась сейчас в полярной области, то есть там, где мало солнечной энергии. Так, еще вопрос. Тогда вот это выходит, ось Земли тоже меняется. Ось Земли меняется, это называется Мгм. эксцентриситет, эксцентриситет Земли, да? Это, Так то есть, сложно. да, это такой термин специальный. А, В течение, а, так, 40 тысяч лет, да, мгм. каждые Мгм. 40 тысяч лет ось Земли, значит, меняет свое направление в противоположную сторону. То есть вот М. делает один круг. Это как юла, ведь Мгм. когда мы юлу вот так вот делаем, там ось Мгм. вращается, да? В конце Мгм. концов юла падает из-за того, что, значит, ось, ну так, делает. Смещается. Вот, и когда вот ось, сейчас она наклонена к орбите Земли на 23,5 градуса, Мгм. через 24 тысячи лет ось Земли будет в противоположном направлении. Вот так. Мгм. Мгм. Так, сейчас про Норильск-никель, да, идет вопрос. Нефтяники строят ПСП, каждый объемом 50 тысяч кубометров. Проходят ли такие объекты экспертизу у вас? Знаете, АВОС делается, да, всеми этими проектами. АВОС делается, то есть оценка воздействия на окружающую среду. Другой вопрос, что у компаний Мгм. есть много способов обойти те или иные больные вопросы. И в том числе и политика здесь тоже замешана. Взять вот вырубку лесов в Южной Мгм. Якутии, вот, в Алданском, в Верхней Амге, да, в Алданском районе. Здесь эта ошибка полностью нашего Министерства природных ресурсов и экологии. Сейчас она так называется. Раньше Мгм. называлась охрана природы Якутии. Там, значит, у нас охраняемые территории, эндемичные растения. Мгм. И, тем не менее, наши вот институты биологии, мерзлотоведения давали отрицательные заключения, протест, что нельзя там вырубать леса, вот, потому что возьмите космические снимки, посмотрите, там вырубки, которые были сделаны в 60-е годы, 70-е Мгм. годы, до сих пор там голая земля, потому что тот почвенный слой – это склоны, там же тоже гористая местность. Та, Мгм. значит, плодородный слой земли, который был смыт, когда не было леса, когда была вырубка, он не восстановился. Нечему там расти. Откуда там взять почву плодородную? И вот такие, я боюсь, что такие экспертизы, которые делают
даются отрицательные результаты, да, Мгм. если государство, ну, как бы заинтересовано в этом, то они обойдут его всяко разно. Мгм. Про 203, 202 микрорайон я вам говорила уже. Мгм. А ведь они Мгм. построены. А отрицательные, значит, заключения были даны в 70-е, 80-е годы. Вот. А вот рекультивация, например, Мгм. почему не производится? Где? Например, вот горнодобывающей промышленности, например, Обязательно делается. Сейчас даже делается. да, А, по закону м, требований закона. Сейчас даже археологи м, вырыли яму, да, почвоведы, мгм, они обязательно должны вот это все привести в первоначальный вид. м, Все должны сейчас м, по закону восстанавливать нарушенные земли. м. Мгм. Хорошо. И есть еще вопросы? Можете включить микрофон и сразу выйти с вопросом. На этом, кажется, все. Поблагодарим Розалию Никифоровну за интересную и познавательную беседу и пожелаем больших успехов в научной стезе. Спасибо большое всем участникам мероприятия. До новых встреч. Спасибо вам большое за Мгм. интерес, за то, что позвали. И, пожалуйста, всегда готовы с вами делиться вот по интересующим вас вопросам. Хорошо, Спасибо. До обязательно свидания. выйдем. До свидания. Ловим на слове. До Спасибо свидания. большое всем. До свидания.